54-летняя Марзия Капарова 23-й год подряд будет держать пост. И в этот священный месяц Рамазан женщина будет продавать лепешки. Для себя не крошки, все для покупателей. Благодаря посту она очищается не только физически, но и духовно. И с каждым разом все больше и больше укрепляет свою веру. Истину поста поймет лишь тот, кто искренне соблюдает его. Это не только время добровольных самоограничений в пище и воде, но и время, когда человек духовно очищается. С каждым годом увеличиваются ряды мусульман, соблюдающих пост. Более того, они изрядно молодеют. Стилист Асель Мамбеткалиева никогда не думала, что сможет провести 18 часов без воды и еды в знойные летние дни. Но в прошлом году девушка испытания на прочность прошла, и в этом году собирается испытать силу воли. На самом деле это хорошо, то, что у нас у мусульман есть такой месяц священный, да, Рамазан, и что мы можем позволить как-то вот все вместе дружно держать пост. Это идет духовное очищение. Я в прошлом году первый раз держала и решила в этом году еще раз, потому что мне нравится именно вот это мое состояние во время Рамазана. Во время Орозо ограничения касаются не только еды и питья, есть ограничения и повседневной жизни, так называемый пост для языка, глаз и ушей. Человек должен очищаться не только физически, но и духовно. Надо забыть о всевозможных ссорах и раздорах, мириться с людьми и укреплять узы дружбы. После языка означает запрет на сквернословие, сплетни. Также нельзя обижать или оскорблять кого-либо. Кроме этого, нежелательно слушать чьи-то ругательства или оскорбления. Пост для глаз означает запрет на лицезрение неугодных Аллаху деяний. В этот особенный месяц мусульмане должны совершать добрые благие дела. По мнению врачей, к вопросу поста нужно подходить без фанатизма, с учетом состояния здоровья. Тем, кто тяжело болен, следует отказаться, а постящимся меньше находиться под палящим солнцем и уменьшить физические нагрузки. Особый совет во время разговения – не налагать на пищу. Нужно начинать понемногу и с легкой еды. Чтобы не испортить желудок, лучше есть наваристые супы и пить побольше жидкости. Садитесь и кушайте, но опять же не переедая, скажем так, легкий ужин. И стараться перенести всю пищу, которую бы вы хотели съесть, на предутренний час, когда вы зур кушаете. В этом году Рамазан продлится до 14 июня, а размер минимальной суммы милостыни – 30 сомов. Сайкал Султанкулова, Алмаз Нурмамбетов, Общественный, Первый канал.